Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Этнография башкирского народа чрезвычайно разнообразна. Его нынешний родовой состав складывался на протяжении многих столетий. Этнологи выделяют несколько этапов формирования современных башкир, от времен скифа-сарматов до Золотой Орды. Причем удельный вес этнического компонента, связанного с эпохой Чингисхана, очень значителен. Тому примером история башкирского рода Меркит. Башкиры рода Меркит ныне проживают на территории Аургазинского, Альшеевского, Мейкинского и Стерлитамакского районов. Существует одна алтайская легенда. У подножья высокой горы жила бездетная супружеская пара. Сильно горевали муж с женой от того, что у них нет детей. Но вот однажды разразилась страшная гроза, а затем среди ночи раздался плач ребенка. Супруги вышли из юрты и увидели удивительную картину. На ветвистом кедре сидел беркут и держал в клюве новорожденного мальчика. Пусть его род будет называться Меркит. Это будет гордый, непокорный и свободолюбивый народ, так как он произошел от священной птицы, сказали они. От этого мальчика и ведут свой род меркиты. Мен әнәем сөйлейін, мына шул кешеләр тип. Мен алар бөтә записная книжка күк языла бара аңга. Сон мына без меркит меңне ару тигәс тоттылар да, бит инде. Сабан тойда сөйләй башланлар. Меркит ару меңне. Мен әйтә меркит нәмә була аңа. Меркит әйтмәйләр. Кайсы бер күп yerдә әйтмәйләр аны. Меркит ул нәфтә була дигәнгә миңа аны бер көт кенә тинләр. Бер канаты белән айды каплай. Тип шулан күк ниләре бар легендалар инде. Этноним Меркит или Муркут, по мнению некоторых исследователей, вследствие частого чередования в тюркских языках звуков «м» и «б», восходит к слову «буркут», то есть «беркут». Схожие предания сохранились и у башкир. Название рода Меркит по одной из легенд восходит к наименованию священной птицы беркут, способной одним крылом прикрыть луну, другим — солнце. Наши землячки, Надышин Фанузаевна, книге «Рухи Хазаналар» описано, что она в деревне Турымбет в 70-е годы получила информацию одного старика, который говорил: «Без меркеттер, без бүркеттер, бүркет бір қанаты менен жерді қаплай, бір қанаты менен айды қаплай». Впрочем, существует и иная этимология названия «меркит», которая якобы происходит от монгольского слова «мерген», то есть «меткий стрелок». Вопрос об этническом происхождении меркитов один из самых спорных. Лев Гумилев высказал мнение об их самодийском происхождении, лишь предположительно, учитывая факт обитания меркитов в горно-таежных районах восточно-саянских гор, где когда-то жили самодийцы. Но прямых доказательств в пользу этой точки зрения нет. Исторические сочинения позднего Средневековья, например, Джами ат-Таварих Рашид-ад-Дина, с некоторыми оговорками относили их к монголам. Однако более ранние источники с достаточной ясностью причисляют меркитов к тюркским племенам. В 618 году в Китае пришла к власти династия Тан, время правления которой считается периодом наивысшего могущества Срединной империи. Экспансию Китая в это время сдерживал тюркский каганат. Именно в его составе источники фиксируют племя меркитов.
Хроника Таншу сообщает, что близ современного озера Хупсугул в Монголии жили 3 племени лыжных тюрков – Дубо, Милиге и Эджи. Транскрипция Дубо и Милиге, как предполагают ученые, является китайским написанием этнонимов Тува и Меркит. Таким образом, хроника Таншу прямо называет меркитов в числе 3 племен лыжных тюрков. Тюркское происхождение одного из них, Тува, то есть тувинцев, не вызывает ни у кого сомнений. Название племени Эджи не расшифровано до сего дня. Милиге – это, безусловно, меркиты, которых, судя по документу, также нужно относить к тюркам, как и их соседей тувинцев. Как сообщает Таншу, каждым из названных племен управлял свой удельный князь. О том, почему эти тюрки именовались лыжными, имеется пояснение. Живут в избах, берестою покрытых. У них много хороших лошадей. В обыкновении кататься по льду на деревянных лошадях. К ногам подвязывают лыжи, а под мышками упираются на клюки. При каждом упоре подаются шагов на 100 вперед чрезвычайно быстро. Однако к концу X века на просторах Центральной Азии происходит смена этнической доминанты. Гумилев, который очень активно изучал географию степи, отмечает, что в начале X века разразилась страшная засуха в степном поясе, которая вынудила значительную часть тюркских кочевников, иранских кочевников покинуть данные территории. Степь просто обезлюдила. И только к концу столетия, к концу X века начинается процесс регенерации степи, но заселение начинается не с запада, не с севера, как это было прежде, а с востока, то есть со стороны Амура, восточного Забайкалья. И первыми, кто освоил эти уже вновь ожившие степи, были как раз монголоязычные кочевники. Западными и южными соседями меркитов теперь становятся кирииты, найманы, татары, а восточными, собственно, монголы. Лев Гумилев пишет: в начале XII века монголам уже мало долины Анона. Они распространяются к западу, к Хилку и Нижней Селенге, где наталкиваются на храбрых и воинственных меркитов. Таким образом, столкновение двух народов становится неизбежным. Согласно древнегреческому эпосу «Илиада», причиной Троянской войны стало похищение сыном троянского царя Парисом Елены, жены спартанского царя Менелая. Оскорбленные греки-ахейцы сели на корабли, осадили Трою и с помощью так называемого «троянского коня» захватили и уничтожили город, тем самым отомстив за причиненную им обиду. Данный рассказ является первой, но далеко не последней известной историей в стиле Шершеля-Фам. Спустя 2000 лет она повторилась в степях Монголии. Сегодня кажется невероятным, что из-за оскорбления, нанесенного фактом похищения женщины, могли уничтожаться целые государства и народы. Тем не менее, это так. Тому примером монголо-меркитская война. Повод к войне дали монголы. Отец Чингисхана, Есугай-Богатур, напал на меркитского князя Еке-Чилиду и отбил у него красавицу-невесту Оэлун. Из своего опыта детства могу сказать о том, что мы с измальства слышали от своих отцов, дедов о том, что мы принадлежим меркитам. И расхожей была еще история такая, что мать Чингисхана была из нашего рода. Оэлун, похищенная у меркитского князя, родила 4 сыновей, в том числе и Темуджина, будущего Чингисхана. Прошло много лет, уже не было в живых Есугай-Богатура, но меркиты ничего не забыли и ждали случая отомстить. Месть является основным фактором сдерживания. А поскольку у кочевников нет укреплений, городов, которые можно было защищать, и единственным фактором, который удерживает от нападения, является как раз фактор мести.
Темуджин повзрослел и женился на своей невесте Барте, с которой был помолвлен еще в детстве. Вскоре он сам оказывается в ситуации аналогичной той, в которой в свое время побывал меркитский князь Екечелиду. На его обоз нападает отряд меркитов во главе с князем Тактайбеком. И, пользуясь слабостью Темуджина на тот момент, они окружили его около горы Бурхан-Халдун, где он пытался скрыться. И только вот захват родственников, в том числе и второй жены Ясугея, и также и молодой жены Чингисхана Барте, в какой-то степени отвели внимание от самого Чингисхана, от самого Темуджина. Сразу же после похищения Барте Темуджин собрал армию в 30 тысяч воинов. С этими силами он бросился на меркитов. Рашид ад-Дин пишет: в год змеи Чингисхан выступил против Такта, эмира меркитов. Несмотря на то, что племя меркит было от монголов отдельное, оно было сильно и велико. Лев Гумилев относительно беспрецедентной численности союзнической армии, брошенной против меркитов, замечает: ведь вот что любопытно. Огромная армия, равная тем, с которыми Чормагун завоевал Иран, а Батый прошел насквозь через Русь, была приведена в действие не для покорения меркитов, а, согласно официальной версии, для возвращения 3 пленных женщин. Меркиты были разбиты. Большое число воинов погибли в бою, а их женщины и дети подверглись истреблению. Рашид ад-Дин пишет: Чингисхан постановил, чтобы никого из меркитов не оставляли в живых, а всех убивали, так как племя меркит было мятежное и воинственное, и множество раз воевало с ним. Пожалуй, из всех противников, с которыми Чингисхану удалось столкнуться, меркиты были наиболее принципиальным противником. Не случайно уцелевшие такие родовые линии, которые ведут от меркетов, уцелели там, где уже власть Чингисхана не была столь, чингизидов не была столь уже сильной. Это вот на периферии степей, в частности. Меркиты отчаянно сражались еще много лет, ведя неравную борьбу с превосходящими силами противника. К началу XIII века большинство монгольских племен покорились Чингисхану, а татары и вовсе были поголовно истреблены. Лишь меркиты продолжали свою безнадежную войну. Только когда погиб их отважный князь Тактайбек с сыновьями, сопротивление было окончательно сломлено. Однако, вопреки желанию потрясателя Вселенной, меркиты не исчезли с лика земли. Остатки этого воинственного племени, а также кирииты, предки башкир рода Гирей, укрылись от монголов в горно-лесных районах Башкирии. Если бы меркитам удалось воспрепятствовать возвращению Чингисхана, видимо, история Евразии пошла бы по другому пути. Сейчас вот многие к Чингисхану относятся как к герою. Ну, понятно, что монголы его возвышают как героя. Но для меня Чингисхан все-таки завоеватель. Вот эта имперская политика Чингисхана и чингизидов, она перешла потом на Россию. И результаты мы видим и по сегодняшний день. Вероятно, уже в XIV веке меркиты вошли на правах отдельного аймака в состав крупного башкирского племени Минг. После падения Ногайской Орды оно наряду с другими башкирскими племенами вошло в состав русского государства. Улус-Минг состоял из 12 аймаков: Чуби-Минг, Куль-Минг, Сарайлы-Минг, Уршак-Минг, Яиксуби-Минг, Кыркуйле-Минг, Иликей-Минг, Асалы-Минг, Ногай-Минг, Ик-Минг, Кыбау-Минг и Меркит-Минг. В топографии Оренбургской Петра Рычкова последний аймак именуется просто Меркитским.
меркитminцы оказались на самом остре событий, особенно в период правления Чингисхана. И вот эта группа меркитов в основном сохранилась среди башкир. Мы вот являемся потомками этого, ну, во многом даже загадочного и древнего племени. В жалованной грамоте царя Алексея Михайловича от 12 мая 1667 года, данной представителем племени Минг, упоминается Аккунды Акманов, родовой князь меркитов, возможно, потомок знаменитого Тактайбека. Аккунда Акманов взял с Турсагалинских вершин и до устья прямо с Аургазы с Кундузлинским озером промеж двух лесов до Узянского каменного броду, и которые впали в Белую реку с малыми речками. Таким образом, территория Меркитской волости охватывала обширную территорию между реками Дема и Агидель с запада на восток и от устья реки Узень на севере до верховья Фуршака на юге. Жалованные грамоты царей, данные родословных, а также книга «История башкирского вотчинного племени», написанная имамом аула Мурадым Харрасом Смаковым, стали документальной базой для восстановления истории башкир рода Меркит. Мы смогли, когда вот уже в третьем тысячелетии заинтересовались историей, устранить те разрывы в истории сотнями лет и довести вот свое начатое с Маковым Харасом Шежире до сегодняшних дней. И можем сказать, что наша родословная деревня Мурадым на сегодняшний день практически увязывает наших людей в пределах 1000 лет. Коренной юрт меркитов, аул Меркит, в то время находился на берегу озера Аккуль, то есть Белого озера, на территории нынешнего Гафурийского района. В 1725 году, когда в Башкирию проник с разведывательной целью кунгурский бургомистр Юхнев, согласно его отчету, в Меркитской волости насчитывалось 700 дворов и 2100 душ мужского пола, которые могут воевать. По тем временам это была большая цифра. Даже такой многочисленный род, как Юрматы, насчитывал немногим больше. Если 2100 меркитских воинов умножить на цифру 5, учитывая соотношение 1 к 5 между боеспособными мужчинами и остальным населением, стариками, женщинами и детьми, то получим 10 500 человек совокупной численности меркитов. В 1735 году началась Оренбургская экспедиция, организованная статским советником Иваном Кирилловым. В ответ на это в Башкирии вспыхнуло восстание, которое длилось долгих 6 лет и сопровождалось беспрецедентными репрессиями. Особенно сильно пострадали меркиты. Но, к сожалению, в 1736 году ведь экспедиция Ивана Кирилловича Кириллова. Вот, во время этой экспедиции они выступили против захвата башкирских земель. И деревня Меркитова на том месте была сожжена, и жители были рассеяны. Это вот второй раз они потерпели такую катастрофу, и они потом расселились в 12 деревнях по бассейну реки Уршак. За 5 лет восстания количество меркитских дворов сократилось с 700 до 200, а их население с 10 до 2000. То есть численность меркитов упала более чем в 5 раз. В 1773 году в Башкортостане вспыхнуло новое восстание, связанное с движением под предводительством Емельяна Пугачева. Меркиты не остались в стороне. Они и другие подразделения мингов составили костяк войска пугачевского предводителя Караная Муратова. Примечательно, что последний, будучи сотником Бурзянской волости, в качестве припущенника Меркитской волости обитал в верховьях Уршака.
В мае 1774 года Каранай Муратов со своим отрядом разбивает 3 эскадрона гусар подполковника Рылеева, осаждает Стерлитамак, а 20 июня 1774 года нападает на корпус генерала Голицына. В этом сражении участвовали меркитские вожди Мурадым Саидмамбетов и Турумбет Урускулов. Мурадым Саидмамбетов – старшина улуса Меркит Минг. Жил в ауле Мурадым и Турсагали, нынешнего Аургазинского района Республики Башкортостан. Турумбет Урускулов – сотник улуса Меркит Минг. Жил в ауле Турумбет того же района. Сегодня имена этих пугачевских предводителей носят 2 самых крупных меркитских селения Башкортостана – Мурадымова и Турумбетова. Несмотря на участие в восстаниях, множество башкир Меркитской волости добросовестно несло военную службу. Ходили в польский поход 1771-1773 годов. Участвовали в изгнании Наполеона с территории России и в освобождении Европы в составе 12-го башкирского полка. Деревня Мурзагулова расположена на левом берегу Уршака и относится к Альшеевскому району Башкортостана. Ее основал Мурзагул Яушев, правнук упоминавшегося выше Аккунды Акманова. Она переживает далеко не лучшие времена. Население и без того небольшой деревни убывает из года в год. Мені көп мәселелер барсы. Мырзағылдың келешегі турында айту қиын, конечно. Yaşlar var işlerde, 25-30 yaşlıklar işsiz yatarlar. Sonra göre kuvvesi Sibir'e giderler, işsizlep. Bir ara işlep kaytarlar da bir ara yağıltırlar. Көп kalık işsiz yatar. Fermi var, Malatya'da bir cezirli baş. Şu atlar var, 70 baş. 5 kişi işlerinde varlığı. Kalganlar ne iş yok. В башкирской деревне ныне заметны 2 разнонаправленные тенденции. Мелкие селения, как правило, уменьшаются, а крупные увеличиваются. Село Мурадым как раз из таковых. Оно является самым большим аулом меркитов. Здесь проживает около 900 человек. Вот меркиты, народ, ну, дәртлі деп айтырға болайын, дәртлі, как... Удалой? Удалой народ, да, удалой, да. У них очень развитый вот борьба кураж. Именно вот в этих меркитских деревнях на протяжении многих поколений и раньше, и до настоящего времени были прославленные борцы. И вот один из современных борцов, Вакиль Ильясов, абсолютный чемпион России по борьбе кураж. Традицию национальной борьбы курэж сегодня продолжают и развивают потомки известных борцов прошлого. Здесь она никогда не пресекалась и всегда имела многочисленных последователей. Мен жігіттерді көрәхім келе, саф, тұғыры, башқұрт жігіттерін көрәхім келе, олар бұл хәмені мүтәхілі көбі спортивный шақтан, нық күслі, һәм рухи яқтан бай болғандарын. Из рода Меркит происходит большое число известных в республике людей, проявивших себя в различных сферах деятельности. Это первый летчик Башкирии Галей Ишмурзин, которому в селе Мурадымово воздвигнут своеобразный памятник в виде самолета. Конструкция, представляющая собой флюгер, вращается в зависимости от направления ветра. Это известный фольклорист, доктор филологических наук Фануза Адыршина, ученый и общественный деятель Рашид Шакур, выдающийся поэт Рашид Назаров, писатель Газим Шафиков, государственный деятель Ахнав Дильмухаметов, руководитель государственной телерадиокомпании «Башкортостан» и один из создателей телеканала БСТ Салават Кильдин. Но самой уважаемой личностью из своей среды меркиты считают Мурадыма Саидмамбетова, который по преданию был не только старшиной и родовым князем, ведущим свой род от Акунды Акманова, но провидцем и шейхом. В честь него воздвигнут мемориальный комплекс недалеко от села Мурадым.
Башкиры рода Меркит ныне населяют такие селения Аургазинского района Башкортостана, как Мурадым, Турумбет, Турсагали, Юлдаш, Новый Итикей, Сиддик-Мулла, Минибай, Новомустафино, Усть-Белиш, Назмуддин, Салихова, Гумерова. Кроме того, они проживают в деревнях Мурзагул и Абдул-Карим Альшеевского района, Старо- и Новоабдрахманово Стерлитамакского района и Аитова Миякинского. Башкиры рода Меркит прошли большой исторический путь, в котором были и взлеты, и падения, что позволило этому маленькому племени сохраниться на лике земли, несмотря на страшную месть Чингисхана, испепелявшую не то что какие-то племена, но и целое государство, несмотря на кровопролитные башкирские восстания. Наверное, это неуемная воля к жизни, борцовский характер и стремление победить в любой, даже самой неблагоприятной ситуации. Из этого следует, что род Меркит и в будущем будет иметь свое продолжение.